Из года в год одно и то же. Биологи все ботанят и ботанят. Как все скучно и однообразно. Дети, вы такие молодцы. Я еще не встречала биокласса, лучше знающего ботанику. Эй, не трогай цветок. Нет, это не ромашка. Ах ты! Раз, два, три. Раз, два, три. О, как все запущено. Так, как вы выполняете упражнения? А все потому, что много сидите, все потому, что много читаете, все зубрите и не ходите на уроки физкультуры. А ну, бегом, марш, ботаники. Так, что это у нас за карапузы? Мы биологи другие. А, ботаны. Так и запишем. Ботаны другие. Нам это все надоело. Мы не такие. А именно так все начиналось. Дети, ну вы скоро уже. Сколько можно писать? Ну давайте быстрее. Я на дачу хочу. Девушка, вы уже написали? Да, написала. Понятно. Девушка, а вы уверены в своих силах? Не хотите перепроверить? Нет, не хочу. Скажите, девушка, а почему вы выбрали именно наш лицей? Не знаю. Нет, скажите, почему наш лицей? Не знаю, как получилось. Да объясните же мне все-таки, почему наш лицей? Слушай, папа, ну может хватит прикалываться? Как только наступает учебный год, сразу начинается контрольная работа. А ведь это не такой простой труд для наших учителей. Итак, поздно ночью, ну и рано утром в квартире Вадима Эдвардовича. Десять био-2. Цикла, пентан, пергид, Да ну его. Виталик? Что ты делаешь в моей ванной? И не надо делать такое злое лицо. А у нас киноафиша. Так, где мои тапочки? А? Смотрите, раздался злой голос Светланы Александровны. Все могли только догадываться, что ожидало их впереди. Смотрите, в кинотеатрах Минска переполох в общаге. Ты с классным журналом в руках. Впереди 1100 метров. Позади толпа разъяренных преподавателей. Смотрите скоро на 9. Беги, Лола, беги.
делать? Что же мне делать? Что мне делать? Что случилось? У меня завтра зачет по географии, я вообще ничего не знаю. Ну, не знаю, может, сходить на спецкурс по географии? Поможет? Спрашивайте в магазине своего города. Сделка с дьяволом. А на уроке истории Татьяна Федоровна с удовольствием демонстрировала кусок зуба мамонта. Не пропустите в кинотеатрах Минска Лара Крофт «Расхитительница гробниц». Андрей, с тобой все нормально? Да, Red Bull окрыляет. На уроке зоологии. Дятел оборудован клювом. Клюв у дятла казенный. Если дятел не долбит, то он либо спит, либо у него нет клюва. Не долбить дятел не может, так как клюв всегда перевешивает. Срок полного созревания дятла гейнсея 2 недели с момента удара о пол дупла. Переносимая дятлом доза 250 дБ или 40 рентген, либо 150 вольт или 4 пинка. Живой дятел отличается от обычного температурой и работоспособностью. Подземные дятлы долбят в полной темноте, с закрытыми глазами по памяти. В принципе, дятел хорошая птичка, только очень много долбит. Гидросульфат диэтиламония. Циклопентан гидрофенантреновое ядро. Сульфат театрамин кобальта. Триметилцикогексан. Что еще нового мы можем найти в фисташковом желе? А на самом деле мы все очень рады, что поступили сюда. Здесь сбываются все наши мечты. Лицей стал нашим вторым домом. Но почему вы поступили в наш лицей? Папа, может, хватит прикалываться?